никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня у нас необычная акция, которую проводит Министерство внутренних дел Республики Саха-Якутия совместно с партнерами по борьбе с мошенничеством, особенно с мобильным. Сегодня наша встреча, наша акция проводится с целью информирования наших жителей. Наша с вами задача сегодня максимально доходчиво объяснить каждому гражданину, кто встречается на вашем пути, об основных способах мошенничества. Основным способом дистанционных мошенничеств на сегодняшний день является, когда представляются сотрудникам операторов связи, госуслуги, МФЦ, банк, Росфинмониторинг, Центробанк, прокуратура, Следственный комитет, Министерство внутренних дел. Любым, в общем-то, лицом могут представляться. То есть, если какие-либо вопросы у людей будут возникать, они должны обратиться в офис, допустим, оператора связи, банка. Если какие-либо у них будут вопросы к правоохранительным органам, соответственно, также необходимо обратиться. Но сразу говорю, что сотрудники никогда в жизни никого не просят перевести куда-либо деньги, сообщить СМС-код, какие-либо провести операции с денежными средствами. Наши якутяне, наши граждане потеряли уже порядка около 200 миллионов рублей. Это за 3 месяца? За 3 месяца, это квартал. А это правда, что за 2 года почти 1,5 миллиарда? За 2023 год практически миллиард, да, без малого там. Это только за 1 год? За 1 год, прошлый год, 2023 год. На днях прошла пресс-конференция в Министерстве внутренних дел по Республике Саха-Якутия, и выступали руководители наших оперативных служб. И подтвердили, что более 90% вот всех направленных денег, которые перевели мошенникам якутяне, да, они связаны с украинскими колл-центрами. Суть акции. Волонтеры, психологи, представители Министерства внутренних дел разбились по группам и по районам города Якутска, по которым они сейчас пройдут и проведут рейды, пропагандистские рейды, где будет роздана соответствующая рекламация и будут даны объяснения людям, чтобы они не поддавались уловкам мошенников. В общем-то, мошенники нацелены завладеть последующими деньгами. Соответственно, неважно, какие они будут, убедить могут и оформить кредиты многомиллионные в один день, либо свои личные сбережения перевести. Это вот первый основной способ, когда представляется кем угодно. В данном случае вы должны людям разъяснять, что лучше вообще не отвечать на нежелательные звонки. То есть неизвестный номер позвонил, лучше пропустить этот звонок. От ваших знакомых могут прийти сообщения с просьбой занять деньги, перевести. Это также могут быть мошенники. Может произойти взлом WhatsApp, Telegram, все что угодно. Поэтому, если вам поступило такое сообщение, и вы также должны объяснить это нашим жителям, то что если такое сообщение поступило, необходимо связаться с инициатором этого сообщения, то есть с вашим знакомым, родным, близким, и спросить, действительно ли ему так деньги нужны. Опасайся мошенника. Мне недавно ректор, понимаете, прислал сообщение по WhatsApp, что срочно нужно подстраховаться, поскольку идут очень много вот звонков, ватсаповских всяких постов и так далее, и нужно, чтобы вот университетские перевели деньги на специальный счет. В смысле? Это мошенники были, да? Это якобы ректор. Ага. Вот ректор бил себя в грудь, говорил: Господи, неужели я такую глупость смог сделать? А вообще, как отношение, вот надо с этим бороться?
Да, конечно, потому что люди, 15% общества склонны к зомбированию. Вы же об этом знаете. Вот. Если вот я вам сейчас скажу, пойдите и положите на мой счет 20 тысяч рублей, вы же не пойдете, а какая-нибудь бабулька пойдет. Потому что я очень убедителен. Всего доброго. Всего доброго. Когда люди пытаются связаться со своими родными и близкими, мошенники не отвечают на их звонки. То есть в тот момент вам не удастся связаться с кем-либо из знакомых. Вы об этом узнаете только потом, как осуществите перевод денежных средств. Еще одним распространенным способом мошенничества является инвестиции. Инвестирование, дополнительный заработок, приобретение криптовалюты, различные торговые площадки. Вы должны людям объяснить, что они не должны поддаваться сарафанному радио, как у нас в Якутске это принято, то, что один друг друга, там, родственники, знакомые, друг друга тянут в различные финансовые аферы. То есть вступи, переведи, там, на различных торговых площадках, быстрый доход, доходность хорошую также обещает. Это вы все должны объяснить жителям. То есть, если кто-то желает стать участником финансового рынка, то необходимо ознакомиться на сайте Центробанка. Есть реестр организаций, имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности. То есть, если вам поступило предложение по электронной почте, телеграм, обычный обзвон, соответственно, никому не верим. Если действительно вас это интересует, вы можете пройти в любой банк и там обо всем узнать, обо всех инструментах инвестирования. Еще один способ – это приобретение товаров, либо покупка, продажа товаров, доска, ЕКТ, Авито, Юла. Это наши топовые площадки, где также сидят мошенники, ожидают, когда же вот мы разместим объявление, чтобы нас хоть как-то обмануть. Схема проста. Вы должны также объяснить людям то, что если покупают, продают что-либо, необходимо придерживаться чата данного сервиса, не выходить за пределы общения в мессенджеры WhatsApp. Потому что как только вы перешли в общение с продавцом либо покупателем по WhatsApp, вас уже вот эти вот торговые площадки, приложения, они вас уже никак не защитят от мошенников. Так хоть есть возможность, что их заблокируют, сами администраторы увидят, что там вам ссылку присылает мошенник, блокируют. Но если вы вступаете в общение по WhatsApp, соответственно, это уже никто ничего не убережет. Еще одному виду мошенничества в нашем городе и в республике в целом попадаются, это когда нам всем приходит сообщение проголосовать за кого-либо. Мы всем, соответственно, пытаемся поддержать родных наших, всех близких, знакомых и переходим по ссылке. Это очень опасно, не спорю, хочется поддержать, но стоит воздержаться, так как происходит взлом вашего аккаунта и от вашего имени в последующем пойдут сообщения с просьбой занять деньги, перевести, и вот все в таком вот духе. Соответственно, вот все, что поступает, вот код СМС от банка, от госуслуг, от оператора связи, этот код только для владельца, то есть только для нас. Мы его не должны сообщать третьим лицам. Об этом ежедневно и в банках говорят, что ни в коем случае никакие коды не сообщали. Полиция вас предупреждает и наших жителей. Но, к сожалению, люди продолжают верить, поэтому мы обратились к вам за вашей поддержкой, чтобы сегодня более-менее хоть как-то донести до части населения, чтобы в последующем поделились данной информацией с остальными жителями нашего города. Мошенничеству нет! Сегодня у нас проходит в городе Якутске такой информационно-профилактический рейд сотрудниками полиции и общественностью. Общественность – это вот наши все неравнодушные граждане, банковские сотрудники к нам присоединились волонтеры и, самое главное, присоединились представители средств массовой информации. Эта акция связана с участившимися случаями регистрации
преступлений, которые совершаются при помощи инструментов информационно-телекоммуникационных технологий. Вообще мы сегодня разбили город на 12 секторов и, в принципе, охватили практически полностью весь его. На самые окраины мы отправили, естественно, сотрудников полиции. Ну вот, допустим, даже вот сегодня, да, вы стали свидетелями нескольких случаев, да, когда молодые люди, допустим, отказываются от наших листовок и говорят: а я не попадусь. Я ни за что никогда не попадусь мошенникам, я все знаю. И как показывает практика наших оперативных служб, когда попадаются потерпевшие, уже приходят писать заявление, да, о том, что они стали жертвами. Первый вопрос, который задают наши полицейские, это: вы вообще слышали, вы знаете, что, ну, как бы о таких видах преступлениях? И каждый, можно сказать, отвечает, что да, он слышал, он знает, но никогда не думал, что станет сам жертвой. Самым таким избитым советом, да, является не отвечать на незнакомые звонки. Но я вот, допустим, сама понимаю, что это не всегда возможно. У нас, получается, могут быть знакомые в других регионах. И у меня просто вот мой простой совет, да, если вы слышите, что в разговоре пошла речь о ваших деньгах, можете смело нажимать на красную кнопочку. Если любое лицо интересуется вашими деньгами, это уже мошенник. И хочу еще раз предупредить, что сотрудники полиции никогда не звонят гражданам и не просят произвести какие-либо финансовые операции. Как оказалось, сотрудники МВД Республики Саха-Якутия проводят такие рейды регулярно, но с помощью общественности первый раз и в таком масштабе. На самом деле, действительно, надо подумать о своей безопасности, не отвечая на чужие звонки и не поддерживая связь с незнакомыми людьми. Еще раз хочу предупредить горожан, якутян, всех жителей республики и России: не отвечайте на чужие звонки и не знакомьтесь с чужими людьми по телефону. И главное, не отдавайте свои данные незнакомым людям. До встречи. С вами был Жолнин Олег. Телепрограмма «Точка взаимодействия». Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты.